Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается памятная дата – День Героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Ордена Славы. В нашей стране немало героев, которые славятся своими подвигами и являются примером для других. Они были, они есть и они будут. Испокон веков чеченский народ славился отважными и храбрыми воинами, ради защиты Родины, готовые отдать даже самое ценное, что у них есть – свою жизнь. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, а также тысячи его соратников вписаны в историю. Их отвага, мужество и беспрекословное служение Родине является достойным примером для всего народа. Далгазут обал дойлцер. Путь первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова взрастил немало героев. Этот героический путь достойно продолжает глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. И сегодня мы видим их сражающимися с украинским нацизмом и западной идеологией ради целостности страны. Одним из тех, кто служит Отечеству, является Мустапаев Хасан, начальник отдела профессиональной, служебной и физической подготовки ОМОН Ахмат-1, полковник полиции. Мустапаев Хасан ранее проходил службу в таможенных органах Российской Федерации. Был награжден ведомственной медалью за развитие спорта Федеральной таможенной службы России, ветеран боевых действий. День Героя Отечества – это уходит глубоко в историю. Еще при Екатерине II был учрежден в 1767 году. С того времени всегда отмечались, это герои России, были у нас моменты, когда была Октябрьская революция, это были герои Советского Союза. С тех времен отмечаются те наши бойцы и руководители, и командиры, и, соответственно, все, кто проявили смелость, отвагу, мужество на полях сражения. Это были те люди, которые, не щадя своей жизни, отдались полностью своей родине. Поэтому это великий день. Любой человек, который считает себя защитником своей родины, он должен понимать, что вся наша жизнь, начало нашей жизни начинается с любови к своей родине. Поэтому мы должны помнить, что у нас Родина одна, и ее надо защищать. Поэтому это великий день, великий праздник. И очень отрадно, что у нас есть представители нашего народа чеченского, которые защищали на полях Великой Отечественной войны. Такие знаменитые люди, которых можно привести. Это Хампаша Нурадилов, это Висаитов Маулади, также Магомед Узуев. Они защищали в то время Советский Союз, свою родину. В нынешних реалиях у нас также очень много выдающихся наших командиров, которые и в чеченскую кампанию, и сейчас в зоне СВО. Также наши чеченцы принимали участие и в Афганистане, потому что у нас очень много тех людей, которые отдались этому делу. Дело это называется защищать свою родину. Насколько серьезно мы это воспринимаем до глубины души, потому что изначально, чему нас учат наши предки, быть честными, верными и быть преданным своему государству, народу. Поэтому ни один человек от мала до велика никогда не остается в стороне. Наш народ всегда был за государство и за целостность, и за безопасность. Наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров Далгазут обал дойлцер. Это выдающийся человек, который стал во главе своего народа и повел его за собой в мир и процветание, благополучие, и вывел его на тот путь,
который на сегодняшний день показывает, насколько он был прав и насколько он был дальновиден. Это человек, который ценой своей жизни поставил свой народ на тот путь, который привел к сегодняшнему рассвету, миру и процветанию всего народа. Он заложил тот фундамент, который на сегодняшний день наш народ живет и процветает. Да, это был выдающийся человек. И в новейшей истории мы знаем, что его имя запомнили все. Он был тем лидером, который шел впереди своего народа и за собой его вел. Поэтому мы горды и счастливы, что у нас на сегодняшний день был такой лидер, который не побоялся ничего, взял на себя всю ответственность и повел за собой народ в будущее, которое мы сегодня видим воочию. Это был самый достойный человек среди нас. Глава республики. Он является героем России. Это яркий пример человека, который на своем личном примере показывает, как должен быть любой руководитель любого субъекта. И его команда, которая взяла курс, чтобы сохранить страну в целостности и сохранности. И они беспрекословно выполняют приказ Верховного Главнокомандующего. В данный момент сейчас проходит в зоне СВО тысячи наших ребят, которые защищают нас и полностью участвуют в той операции по уничтожению и освобождению от этих нацистских захватчиков, по-другому их назвать нельзя, потому что сегодня видно, какая пропаганда ведется. Каждый человек понимает, что это может зайти в его семью. И наш руководитель, наш глава, наш президент, они все идут к тому, чтобы сохранить нашу страну, обезопасить ее и укрепить. Сильная страна, она всегда была своими сыновьями, которые шли защищать свою родину. Несмотря ни на что, очень много бойцов, которые, участвуя в СВО, за них мы, конечно, переживаем, сами были в этой зоне. Мы знаем, что насколько это сложно, но каждый понимает, что если сегодня не он, то кто? И если мы понимаем, что мы являемся гражданами этой страны, и мы говорим, что мы любим свою родину, то мы должны принимать самые активные участия, и для этого созданы все условия. Все ребята, которые направляются, к ним оказывается особое внимание постоянно. Их готовят в лучшем центре, где каждая подготовка является очень ценной, потому что при выезде их навыки, они очень ценны. Специалистов готовят у нас в Гудермесе центр спецназа. Также наши ребята, они проходят службу в Министерстве обороны, в Росгвардии, органах внутренних дел. На освобожденных территориях очень много работы, которая ведется уже на освобожденных территориях с ДРГ, потому что идет полностью очищение от всей этой нечисти. Для этого делается все. Поэтому жить в этой стране, в этом государстве – это великая честь. И этот праздник, он действительно достоин тех героев, которые у нас есть. Поэтому всегда приходится равняться на кого-то. И отрадно, что они у нас есть, и мы на них будем равняться и стремиться быть такими же преданными и достойными сынами своей Родины. Я хочу поздравить всех наших героев, пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы они еще долгие годы обеспечивали нашу безопасность, и их грамотное руководство, которое
дает свой результат, мы это видим налицо. Всем семьям хотел бы сказать, чтобы каждый гордился своим сыном, отцом, братом, который сейчас защищает Родину и является тоже одним целым всей нашей большой страны. Самое важное – гордиться нашими ребятами, которые ценой своей жизни, здоровья, но это путь нелегок, но он правильный, и мы должны быть на этом пути. У нас другого пути нет. Мы можем только выбирать. Если любишь Родину, то ее надо защищать. Другого пути нет. Всех поздравляю с праздником. Желаю еще раз всего самого наилучшего. С праздником вас, товарищи герои наши. Быть героем – это быть мужественным, быть отважным. Это любить свою Родину, не жалея ничего. С праздником вас, наши герои!